Городская больница Эжвинского района. 10 утра. На горизонте появляются первые пожарные расчеты. В это время из здания начинают массово эвакуироваться пациенты. С гипсом, на костылях, в перевязках. Все, кто способен сам передвигаться, спешат покинуть лечебное учреждение самостоятельно. Но в том-то и сложность, что таких больных отнюдь не 100%. Это хирургический корпус. И здесь немало людей, которые попросту не мобильные. Здесь треть пациентов, как правило, всегда это пациенты нетранспортабельные, которых нужно будет выносить в случае ЧС, пожара. Поэтому мы с великим удовольствием принимаем предложения по тренировкам, активно сами участвуем в этом деле. И, конечно, в первую очередь для нас это учеба, чтобы в будущем, не дай бог, конечно, что случается, мы знали четко, как действовать. Действовать грамотно не просто сверхзадача, данность. Неправильные действия могут привести к трагедии. Между тем, только в этом корпусе расположено 286 коек, и это не считая медперсонала. При этом само здание, по словам спасателей, непростое, многоэтажное. В условиях задымления люди вполне могут потерять ориентиры или попросту оказаться отрезанными огнем от путей эвакуации. Вот и на этот раз спасатели разыгрывают подобную ситуацию. Само условное возгорание на 5-м этаже, а рядом и закон о помощи просят люди. Чтобы вызволить их, приходится использовать высотную технику. Всего же на вызов приезжает 15 пожарных расчетов и почти 150 спасателей. Это весь оперативно-начальствующий состав Сыктывкарского гарнизона. К сожалению, у нас при тушении пожаров подобных привлекается очень много ресурсов, поэтому привлекаем наибольшее количество людей для тренировок. Прибыть к месту возгорания от момента получения сигнала спасатели должны в течение 10 минут. Это в городской черте. На селе временной отрезок в 2 раза дольше. И с этой задачей пожарные справляются. При этом сам сигнал они также получают в кратчайшие сроки. Этим летом в лечебном учреждении была установлена новая система предупреждения пожара. Отныне при задымлении срабатывает датчик, который автоматически передает информацию о возгорании на центральный пункт связи. Все автоматически, что сокращает время реагирования. Раньше это составляло в среднем 15-20 минут. Сейчас это позволяет в течение 3 минут обеспечить выезд пожарных подразделений. Главный врач отмечает, сегодня лечебное учреждение вкладывает большие средства и силы в противопожарную деятельность. Весной здесь и вправду случился инцидент. 11 мая на балконе 4-го этажа терапевтического отделения вспыхнули матрасы. Пришлось эвакуировать 98 человек. Но огонь был потушен и никто не пострадал. Однако выводы были сделаны, а виновные наказаны. Впрочем, куда важнее работать на предупреждение таких чрезвычайных ситуаций. Мы не исключение, к сожалению. Много факторов разных совершенно. И часто и пациенты поступают там не всем в адекватном состоянии. Сами знаете, конечно, сколько у нас сейчас время. Бывает, наш персонал где-то не досматривает, поэтому это крайняя необходимость. И вот учения подходят к концу. Из здания спасатели в масках выводят последних пострадавших. Перед этим они упорно прочесывали одну за другой палаты, а еще процедурные, санузлы, лестничные пролеты. И как итог, положительная оценка. Командование штаба ставит огнеборцам удовлетворительно. Такую же высокую отметку получает и руководство больницы за грамотно организованную эвакуацию больных. Любовь Лапина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Эжвинский район.